Более 1300 спортсменов и 20 тысяч зрителей. Сахалин готов к приему участников и гостей первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Тревожный сигнал: в домах мирнинцев установили новые автономные пожарные извещатели. Финальная игра КВН на Кубок главы района прошла в Ленске. Кому лучше всего удалось рассмешить зрителей? В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Сахалин готов к приему участников и гостей первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом рассказала президенту Владимиру Путину вице-премьер Ольга Голодец. В ходе совещания с членами правительства впервые в Южно-Сахалинске эти соревнования будут зимними, и они фактически открывают новую повестку для проведения детских спортивных соревнований, отметила Голодец. Ожидается, что участие в играх примут более 1300 спортсменов и более 20 тысяч зрителей придут на спортивные сооружения Южно-Сахалинска. Исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что все работы по подготовке к проведению масштабных спортивных мероприятий завершены. Будет задействовано основных 6 спортивных объектов, которые отвечают всем современным требованиям. Это спортивно-туристический горнолыжный комплекс, это комплекс трамплинов, это 2 ледовых дворца, это сноуборд-парк и лыжо-биатлонный комплекс. Эти объекты готовы для того, чтобы встретить спортсменов, судей, тренеров, прочих специалистов из 20 стран мира. Безусловно, очень важная позиция – это безопасность. И вместе с управлением ФСБ, МВД, МЧС проведена работа по подготовке мероприятия. Запланированы обширная культурно-туристическая программы. Хочу доложить о том, что Сахалин готов к приему спортсменов и гостей. Стартовали заседания рабочих групп по формированию социального раздела национальной программы развития Дальнего Востока. В группу вошли представители 11 дальневосточных регионов. Главная цель, которую мы ставим перед собой – прекратить миграционный отток населения с Дальнего Востока и обеспечить прирост населения. Это, безусловно, требует принятия принципиально новых кардинальных мер по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке. Устранение причин, по которым люди уезжают, сказал министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на встрече с рабочими группами. Представители регионов озвучили ключевые вопросы, среди которых введение категорирования по льготным авиаперелетам. Также очень много прозвучало предложений по медицине и другим темам. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова, по которому инкриминируется участие в преступном сообществе, организация убийств и давление на свидетелей. Большая часть судебного заседания проходила в закрытом режиме. Ему предъявили обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса. Среди них убийство. Напомним, сенатор был задержан накануне утром на пленарном заседании Совета Федерации, а уже вечером его доставили в Басманный суд столицы, куда к тому времени поступило ходатайство Следственного комитета России о его заключении под стражу. Под стражей и отец парламентария. Последний также был задержан в среду. Ему инкриминируется создание организованного преступного сообщества и особо крупное мошенничество, рассказывает Роман Чуриков. Арашуков попытался бежать, но остановился после того, как его окликнула председатель Софеда Валентина Матвиенко. Вот как она рассказывает о произошедшем. Пытался подняться наверх и уйти из заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту, он имел право выступить и дать свои пояснения. Я предложила ему, он вернулся, дать ему должное, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснение. Он от этой возможности отказался. Рауф Арашуков стал сенатором в 2016 году, а до этого в разные годы занимал должность главы одного из районов Карачаева-Черкесии и был районным депутатом. В СК говорят, что следователи установили причастность парламентария к 2 убийствам в 2010 году. Заместителя председателя общественного молодежного движения Черкесии АДГ Хосе Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Вскоре после задержания Рауфа следователи пришли и к его отцу Раулю Арашукову, советнику гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз».
а также депутату Национального собрания Карачаево-Черкесии. Он, как считают правоохранители, украл у «Газпрома» топливо на сумму более чем в 30 миллиардов рублей. Сын-сенатор и от этого не остался в стороне, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Рауф Арашуков на допросе попросил предоставить ему переводчика, потому что, по словам его адвоката, плохо говорит по-русски. Свою вину парламентарий не признал. К другим темам «Разделяй и властвуй». Регионы России с введением единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами всерьез задумались о сортировке мусора. В ряде областей и краев уже разработали такие проекты. Реализацию планируют начать уже в этом году. Что насчет нашего региона? Готова ли Якутия к сортировке и как относятся к этой идее сами жители? В материале Саргаланы Захаровой. Желтый для пластика, синий для стекла, зеленый для бумаги. Все, чтобы принцип сортировки смог понять даже маленький ребенок. Раздельный сбор мусора для Якутии в новинку. Говорить о массовой переработке тоже пока рано. Но воспитывать культуру обращения с отходами нужно уже сегодня. Первый шаг – установка специальных урн. Производит их якутская компания. Такие урны стоят в фирме «Майтона», стоят в Республиканском лицее Паюнского. На очереди у нас IT-парк и строительный рынок. То есть там возле каждого шашлычника, возле каждой торговой палатки будут стоять такие урны. Пока речь идет только об общественных местах и офисах. Но, как считают производители урн, каждый должен начать с себя, со своего дома. На вопрос «а что дальше?» отвечают уверенно. Переработки мусора в Якутии быть. В Якутске есть фирмы, которые нуждаются в отходах бумаги, такие как Эковата. Они делают утеплитель из этих отходов. Есть фирмы, которые занимаются производством изделий из пластика. Здесь, в этих мешках, находится порядка 4 или 5 тонн уже готовой продукции Эковаты, утеплителя для зданий. Соотношение между сырьем и уже готовой продукцией примерно 1 к 1. А это значит, здесь 4 тонны бумаги, газеты, которые должны были оказаться на полигоне и гнить десятки лет. И это результат только нескольких дней в год. Компания перерабатывает в среднем 300 тонн макулатуры. В основном газеты. Они экологичны и соответствуют техническим условиям теплоизоляции. Мы закупаем у населения по 3 рубля за килограмм. То есть могут люди принести свои прочитанные газеты и сдавать по деньги. А некоторые предприятия сами устанавливают. Где как договоренность. Бизнес востребованный, но не без сложностей. Газет могло бы быть больше, говорит предприниматель. Сортировка мусора – хороший способ увеличить этот поток. Но готовы ли сами якутяне сортировать отходы? Мне кажется, нет. Но все равно стоит начать. Мы же все равно люди, мы должны привыкнуть к этому. Было бы хорошо, если бы наш народ научился перерабатывать мусор. Да, вряд ли. Как-то у нас менталитет у людей, что ли, такое, как-то вот отношение к городу такое, я не знаю даже. Стоит, да, стоит. Ну, наверняка готовы, потому что сейчас все становятся грамотные, и как-то и молодежь такая уже растет, здоровая, да? Как говорится, Москва не сразу строилась. Если начать сейчас, то уже через пару лет появится культура. А за ней и поколение, которое будет видеть в мусоре не отходы, а сырье для производства полезных вещей. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Более 300 семьям Миринского района установили новые автономные пожарные извещатели. Если раньше при обнаружении дыма датчик издавал звуковую сигнализацию, то теперь новая модель оповещает пожарную службу, подавая сигнал на телефон с указанием адреса. При поступлении тревожного сигнала диспетчер связывается с хозяином жилья и одновременно вызывает пожарный расчет. Такие же автономные извещатели установили во всех социально значимых объектах Мирнинского района. Всем известно, что доля деревянного жилого фонда достаточно большая, сохраняется. И в том числе, происходит очень много резонансных больших пожаров в частных деревянных домах, при которых, к сожалению, гибнут люди. Также у нас, работа проводилась и в селе Сельдюкар, поскольку, естественно, там полностью уже жилой деревянный фонд, пожарной охраны там нет подразделений, там существует добровольная пожарная команда. Финальная игра КВН на Кубок главы района прошла в Ленске. За первое место боролись 2 команды. 50 на 50 представители молодежи и сборная команда управления культуры ГАФ. Задача у команд была одна – зарядить зрителей позитивной энергией. И это у них отлично получилось.
Команда 50 на 50 и ГАФ вышли в финал после победы в полуфинале игр, проходивших в прошлом сезоне. Тем самым получили право побороться за Кубок главы района. Финал судили представители администрации и КВНщики прошлых лет. Команды сыграли 3 конкурса: приветствие, триатлон и музыкальный фристайл. Тематика игры – новогодний переполох. В 10-минутном приветствии команды шутили дерзко. Доставалось от них и Деду Морозу, и Санте, певцам российской эстрады и даже самим себе. Зрители смелый юмор оценили и одарили команду громкими аплодисментами. Жюри признается, что с каждым годом игрокам сложнее удивлять аудиторию. Начинающим командам сейчас на самом деле очень сложно вот в плане юмора, потому что очень много есть разных программ, телепередач, так сказать, на ТНТ, вот это вот, да, комедий и так далее. То есть, так сказать, все шутки уже перешутили и так далее. Поэтому новым командам приходится придумывать что-то новое. И я думаю, сейчас в данный момент очень сложно это сделать в плане юмора. Николай также добавил, что у ребят это получилось. Во втором конкурсе, который назывался «Триатлон», команды представили по 6 шуток, 4 музыкальные карапульки и ответили на вопросы зала и судей. Конкурс заставил жюри посмеяться от души. В завершающем третьем конкурсе «Музыкальный фристайл» команды разыграли сценки под известной музыкальной композицией. Финальная игра прошла на ура. Команды подарили зрителям море эмоций. Чувствовали себя на сцене уверенно и свободно. Шутили профессионально. Да, игра хорошая, мне понравилась. В целом очень... Любим мы посещать мероприятия вообще все. Да, хорошо, красивая игра, молодцы, спасибо. Как и ожидали сами ребята, игра получилась атмосферная, яркая и интересная. Команды остались довольны финалом. Это непередаваемые эмоции, это обязательно нужно испытать, стоя на сцене. Прям не чувствуешь просто невообразимый драйв. Просто, я даже не знаю, как это выразить, потому что это все смешано, это командная игра, сплоченность, просто очень здорово. Как бы всегда присутствует такое чувство страха, например. То есть ситуация вот у нас была, мы немножко как бы так забыли текст, но при этом немножко мы как-то выкрутились. Вот, да. То есть буквально первый раз вышел, все, следующий выход, у тебя уже спокойствие, ты уже привыкаешь к зрителю, ты видишь, понимают они твои шутки, заходят ли они, и ты получаешь от зала ту же самую отдачу, чувствуешь себя увереннее. Победителям признали команду 50 на 50. Они завоевали Кубок главы района. Второе место досталось сборной команде управления культуры ГАФ. Ребята только год в новом составе, поэтому второе место для них – это уже хороший результат. Мы хорошо выступили, у нас получилось все хорошо. Мы играем новым составом второй раз, но пытаемся сделать что-то такое, чтобы покорить всех. Также жюри определили игроков первого плана. Из девушек ею стала Анна Арефьева из команды 50 на 50. Игроком первого плана определен Николай Габайдуллин из этой же команды. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.